Салем, друзья, меня зовут Алия. Сегодня у нас тортик из кабачков с чесноком. Я люблю этот тортик. Я научилась это делать, то есть впервые я делала несколько дней назад. Давай я слоями буду. Он еще настоялся, я вчера ночью делала. Короче, такой прикол прочитала в Инстаграме. Родственники в конце лета. Тебе кабачок не нужен? Типа, у кого дачи, у кого свой огород, они поймут, что много кабачков остается. И мне тоже отдают реально. А я в интернете нахожу всякие рецепты и делаю. Просто напишите тортик из кабачков, и вам выдадут рецепт. Короче, я в тот раз, когда в первый раз делала, половину мы съели дома, половину отнесла своим родителям. Ему очень понравилось. У нас очень плохая погода сегодня. Дождь. Он лил вчера непрерывно. Ночью, то есть. И вот сегодня. Вы заметили, я раньше делала, другой ракурс, немножко телефон, получается, сверху вот так вот меня снимал. И чтобы было еду видно. И я вот так вот сидела. У меня, кажется, сейчас выработалась привычка, когда я снимаю видео, автоматически вот так вот делаю. Хотя мне писали неоднократно, что я типа сутулюсь, фу, бе-бе-бе. Нарежем. Не острым ножом, потому что некому его точить. Какой-то блин вот этот последний у меня получился широкий, большой. Потому что я планировала сделать 4 блинчика. И не рассчитала, на 4-й какой-то большой получился. Много теста осталось. Кто не хочет смотреть рецепт, давайте расскажу. Натирайте на терке кабачки. Оставляйте на 15 минут, потому что там выйдет столько сока. Это нужно вылить. Нужно посолить и оставить на 15 минут. После чего сливаете воду, добавляете туда одно яйцо, перец, потом муку чуть-чуть, укроп или петрушку, в общем, зелень. И обжаривайте блинчиками. Потом, когда они остынут, эти блинчики, надо намазать на каждый блин майонез с чесноком и сверху положить помидорки. Я во вчерашнем видео обещала рассказать о работе.
Я работаю, как сказать, в общем, отдел полиции. И самое интересное, на меня нагрубил не мужчина, а женщина. И то просто из-за своей тупости. Бывают такие люди, что они знают только свою работу, и все. У них такой маленький кругозор. Из-за ее тупости, короче, она меня не поняла. И наорала. Но она, по идее, не имеет права на меня вообще орать. Потом я зашла к заместителю первому. А мой прямой начальник — это второй заместитель. А он сейчас в отпуске. Как он ушел, короче, эти бабы начали сами по себе бойкот объявили, или как это называется. И, короче, я зашла к тому заму, говорю, я не хочу работать, типа, вот так вот постоянно ругаться, плакать, расстраиваться, типа, давайте, типа, я не буду устраиваться. Он говорит, ну, я-то тебя не буду уговаривать, конечно, ты сама знаешь, но раз ты сюда пришла, ты должна быть тоже такой боевой или пофигисткой, вообще не обращай внимания и так далее. Что-то я не вижу, вам-то видно? Ладно, это съем пока. Вот. Потом он говорит, если что, ты мне говори. Я говорю, они это воспринимают, как будто я стучу. Он говорит, это детский лепет, типа, все. Я сказал, значит, если что, ты ко мне приходи. Я говорю, хорошо. Выхожу, и там эта женщина, короче, сидит в том кабинете, куда я зашла. Она говорит, что, настучала? Короче, мне нужно было найти IP-адрес, чтобы подключиться к интернету. Интернет есть только в одном кабинете, в бухгалтерии. И, короче, я захожу туда, говорю, типа, давайте я напишу себе IP-адрес, потом это введу в свой ноут, тогда у меня включится интернет, типа, потому что он сейчас не работает. Они говорят, что это такое? Ты что такое говоришь? У нас все здесь секретное, все засекречено. Сейчас ты у меня какие-то пароли заберешь, сейчас ты у меня все изменишь. Начала одна, а вот эта вторая, которая на меня наорала, так очень на высоких тонах, начала мне говорить. Мы тебе говорим же, вот так. А когда на меня кто-то орет, то есть, на высоких тонах говорит, мне вообще неспокойно на душе становится. Я прям начинаю злиться, мне очень некомфортно становится. Даже у меня мама такая паникерша, и когда она тоже вот так паникует, я ей говорю, пожалуйста, успокойся, я не могу так. И вот так она на меня наорала, я вышла, и я заплакала, потому что я не смогла смириться с их тупостью. Вот реально есть тупые люди, у которых кругозор очень маленький. Вот несколько лет они сидят, одну и ту же работу делают, и все на этом, да, спасибо. Таких, как хабалки, реально. Мне стало очень плохо, короче, я заплакала, пошла, не смогла успокоиться сколько часов. Потом, короче, я вышла вообще, потом они меня искали, я не брала трубку, чтобы там это... И потом пришла, короче, сняла видео для вас с опухшими глазами, вот, и что-то... Ой, вот, я же искала эту помидорку, оказывается, спряталась. Вот, и все. Потом утром пошла. Я думала, типа, скажу, все, я не буду устраиваться, до свидания. Но зам меня уговорил, говорит, ты пока посиди. Но все равно я рассматриваю другие варианты.
Мне сделали 2 предложения. Я вот с одними сегодня поговорила утром, а с другими поговорю уже завтра. С утра пойду и посмотрим, как будет, что будет здесь, пока я промолчала. Просто здесь не очень женщины. И мне очень неприятно. Я не хочу в этой среде работать, хотя, наверное, везде есть такое, типа слухи, не слухи, но все равно мне очень неприятно, короче. И хотя у меня работа вообще заключается в том, что, ну, журналистика, да, соцсети и так далее. Вообще я к ним не отношусь ни к кому. Я со своим прямым начальником только всегда общалась, и все. То есть вообще никогда не было проблем с ним. Он меня один раз только к себе вызывал. Мы обсуждали с ним, что мы будем опубликовывать сегодня и что мы отправим в область. И все. То есть мы один раз только видимся, я иду и делаю свою работу. Отправляю ему, утверждаюсь, и все. Я не знаю, в чем проблема. Он ушел в отпуск, и все вот это вот началось. Он мне даже как чувствовал, сказал, типа, ты потерпи. 16 числа я выйду на работу, потерпи, походи. Я уже наелась, потому что очень вкусный салат, сытный салат, еще и с хлебом. Попробуйте приготовить. Я же вам уже рассказала рецепт. И можете на несколько слоев больше или меньше сделать. Например, в первый раз, когда я делала, я только делала 3 блинчиков и сделала. Это для меня показалось очень мало. И вот этот раз сделала 4 блинчика. На самом деле из оставшихся кабачков я сделала, и получилось 4. Вот. И я считаю, это очень экономный салат, то есть особо ничего не надо. Главное, я купила такие домашние помидоры, они очень-очень вкусные, обожаю вообще помидоры. Один раз хочу просто рассказать прикол, короче. Я постоянно ем помидоры дома, у родителей, неважно. И папа один раз мне дает деньги, говорит, иди сходи в магазин, что-нибудь купи себе. Я говорю, а что купить? Он говорит, ну не знаю, что хочешь купить, что-нибудь, какую-нибудь вкусняшку, там, помидорки купи, я не знаю, говорит. Типа, ну, помидорка это для меня как... Ну, с чем это сравнить? Короче, я могу есть помидорки, там, не кушать и чисто помидорками питаться я могу. И при этом, если они еще и вкусные, то вообще вот эти домашние обожаю. Вот этот вот период обожаю, когда домашние помидоры. Это сентябрь месяц, да, вот конец августа. Розовенькие и желтые помидоры обожаю. Ладно, спасибо всем за просмотр. Спасибо, что вы со мной. Еще у меня много планов, если что, напишите, что вы хотите видеть. Я еще помню, кто-то мне написал фунчозу, я его сниму. Кто-то написал шашлыки, я сниму. И кто-то написал сладости, тоже планирую снять. Я просто не сладкоежка. Ну и суши. Традиционно мы все любим смотреть суши. Еще такая маленькая интрижка. Скоро я сниму батл с одним мукбангером. Угадайте, с кем? Кто угадает, давайте мы ему передадим привет и в моем, и в видео того человека. Я не буду называть пол. Давайте, угадывайте. Всем удачи и пока-пока.